командир Султан Шабалатович. Буквально ервалля, хобби бухталхадяк. Последнее фото отважного воина, ради нашего будущего самоотверженно защищавшего страну от врага. Султан Измайлов родился в 1904 году в селе Икажево. Был одним из первых ингушей, получивших высшее техническое образование. После окончания Ростовского института инженеров железнодорожного транспорта женился. Стремительно начал идти вверх по карьерной лестнице, пока в 1941 году Султан Измайлов не решает уйти на фронт. Он служил под Сталинградом в чине инженер-капитана и старшим военруком в управлении снабжения горючим Красной армии. В первую очередь, В Музее краеведения материалы об участниках Великой Отечественной собирают по крупицам уже не один год. Зал переполнен фотографиями храбрых ингушей. История героического пути каждого из них по-своему уникальна и богата необычными деталями. Еще один герой – Абдурахман Гарчханов. На фронт попал в 29 лет. Гордый стан, уверенный взгляд, утонченные черты лица. Как очередное доказательство его храбрости и непоколебимого духа. Не успел жениться и обрести детей. Война опередила его планы. Стройный парень был, он имел огромный успех в молодежи. Вот прекрасно танцевал он. Это вот мой отец, Асканов Батый Заурбекович. Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу не ворвалась война. Аслан Асканов рассказывает о своем отце Бате Асканове, участнике Великой Отечественной с чувством гордости. На фронт Асканов ушел через год после начала войны. Был среди защитников Сталинграда, Севастополя и Керчи. У Аслана Асканова не сохранилась подробная информация о сражениях, в которых его отец участвовал. Когда уже дальше уходили, там, где он бомбу, когда кинули, вот тогда его контузило и закинуло землей, где он завалило. Несколько раз это было, он мне говорил, но я многое не спрашивал у него, от его отца. Он, правда, в школу его вызывали, там он много разговаривал с учениками. А мы так не старались. Если бы сейчас как знал бы, я все у него расспросил. У каждой фотографии своя история. Уроженцы Ингушетии мужественно защищали свою родину в годы Великой Отечественной войны. Один из них — Ибембулат Гагиев, командир эскадрона 255-го отдельного чечено-ингушского полка. На украинском фронте он был комбатом офицерского состава, затем дошел до Польши. Его подразделение оказалось в самой гуще Сталинградской битвы. خداز يالر ديهنا بنبولات ديهنا لورش كنا ديا قاهيجا ديهنا مقرأ خشفدر هواي أن يالر هيخو مو ديهنا أسود أسكر بيس ديش سود ديهنا سود صاد ديهنا لا تبر سنوقستي أخبار دي كور كورش دا أوتشخان سغاج مزغ واقوم وشو حياس إكان كورش دي يخاشيلش برش كوغا إك بي إلا تم يخو خرس. Черно-белые фотографии на стеклянной полке Музея краеведения — яркое свидетельство подвига целой семьи и народа в борьбе с фашизмом. Можно себе представить, сколь велика была их ярость против этого масштабного зла, если из одной семьи на фронт отправилось 5 братьев, рассказывает Ахмед Асмиев. Его отец Татри Асмиев призвался в армию в 1939 году в Казахстан. Далее были годы на передовой. Участие в наступительных операциях под Курском, в городах Брянск и Орел. После этого передовой ханвас султях. Тыловик старшина роты Оложи по хозяйственной части дослужиться до 1947 года в Казахстане давал. Историй солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной, много, но немало среди них и тех, кто вернулся. В их числе и Абдулла Аплиев. Родился будущий защитник в 1914 году. Был смелым, грамотным, очень любил учиться. В 1939 поступил в советскую партийную школу во Владикавказе, но закончить не успел, помешала война. 27-летний Абдулла Аплиев отличился в боях храбростью и мужеством. Во главе разведроты вовремя заметил противника, преодолев минные поля с колючей проволокой, шхуадя чуть-чуть вяна по фрицевину вяна лата. Цигиче орден славы 3-й степени представить вя
еще в марте месяце за отвагу я хожу с медалью. Вторая мировая война, по общим оценкам, унесла от 50 до 80 миллионов жизней и стала одной из самых кровопролитных в истории человечества. И именно такие проекты, как «Лица Победы», помогают узнать чуть больше о тех, кто ковал эту великую победу, и помнить о том, какой ценой она далась. Такие разные лица, но такие схожие истории. Глаза, увидевшие потери, души, пережившие тяготы самой кровопролитной войны. Все они сражались ради общей победы. А сколько их еще пропавших без вести, о героических подвигах которых нам еще предстоит узнать. Сколько имен, сколько судеб отважных сынов, ринувшихся на войну. Зелимхан Калоев, Хади Калоева, Новости 24.